В Чебоксарах представили фильм «Амистров. Встречное течение». Попытка понять творчество чувашского поэта, драматурга Марины Корягиной, а по совместительству и нашей коллеги, вылилась в целую документальную кинокартину. Московский режиссер Александр Куприн взялся изучить новое литературное явление «Амистров». Правда, слова этого в словаре даже нет. Марина Корягина, можно сказать, внедрила в литературу новый жанр. Ее стихи на чувашском языке словно палиндром, читаются в обе стороны. Но парадокс в том, что содержание разное. О том, как этот уникальный литературный феномен режиссер попытался раскрыть через визуализацию, наш материал. Театральный зал у нас универсальный. Он разворачивается в разные стороны. Это вовсе не брак по звуку, а прием обратной перемотки. О чем вещают люди в кинокартине, можно понять в финале. А пока мы в самом начале. Улавливаем смысл, который предлагает режиссер, совсем как Марина Корягина в своих стихотворениях. Читаем обратно. Земной поклон его милостям. Когда начинается обратный ход, тональность меняется, как будто Марина Федоровна вводит в другой мир. В этом, наверное, тоже загадочность и сила искусства. Непонятное не всегда, не просто так понять. А каково же было режиссеру Александру Куприну? С палиндромом зрители знакомы по большей части благодаря волшебной фразе «А роза упала на лапу Азора», которая одинаково читается с обеих сторон. «Амфистров» — это больше, чем игра слов. Произведение, которое можно прочитать слева направо и наоборот, но с абсолютно новым смыслом. Александр Куприн в течение 6 лет подбирал визуальные образы, через которые можно было бы раскрыть суть этого феномена. Уникального литературного явления, которое зародилось не абы где, а на чувашской земле. Впрочем, определение творчества Марины Корягиной режиссер придумывала прямо во время съемок фильма. За консультацией обращалась даже к специалисту по греческому языку. Здесь можно было бы сказать что-то типа «амастроф», но у нас уже есть «амастрофа» как термин, поэтому может быть что-то типа «амфистров». Но режиссерские искания на этом не закончились. Александр Куприн не единожды приезжал в Чувашию. Съемки проходили не только в стенах гостелерадиокомпании, но и на родине поэта, в Батревском округе. Ведь именно здесь и родилось желание разгадать зашифрованную тайну чувашских слов. Началось все с детства. Сперва играющий будущий чувашский поэт рифмовала палиндромы. Теперь же Марина Корягина открывает новые горизонты литературы. Режиссер смог раскрыть всю ее сущность, глубинную сущность, философию ее жизни. И вот эти стихи, которые раньше я не понимала, не до конца понимала, они через фильм, режиссер мог через фильм открыть. И каждый человек, живущий не только в Чувашской республике, может понять эти стихи. И это при том, что большая часть фильма снята на чувашском. Александр Куприн сделал это намеренно, хотя вкрапление русской речи есть. Намеренно режиссер не углублялся и в биографию, чтобы не отвлекать от самого главного – творчества. Александр Куприн признается, за годы съемок чувашским хоть и не удалось овладеть в совершенстве, но ощущать его хочется и вне работы. Пачта полушмази. Пачта полушмази. Очень странно, когда при мне говорят на чувашском языке, я не понимаю, а чувствую. Вот даже когда что-то смешное говорят, я смеюсь, хотя я вот точно не понимаю. Это связано именно с вот каким-то особо странным таким проникновением, которое произошло благодаря тому, что я работал над этим фильмом. Документальный фильм поддержан Минкультом страны, оно профинансировало съемки. Хронометраж картины тоже зеркальный – 44 минуты. Вероника Павлова, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.